Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 24 мая Туркмен Ньюс опубликовал материал о ситуации в селе Избас Дяневского этрапа. Там родной брат Хакима Туркменабада фактически захватил сотни гектаров плодородной земли в непосредственной близости от Амударьи и тем самым оставил местных жителей без работы и средств к существованию. Хуснидин Базаров, так зовут брата, не разрешает людям пасти скот на его землях, а также поднимает руку на в чем-то провинившихся перед ним женщин. Одной из них, Саят Сеидовой, после публикации Туркмен Ньюс, позвонили из полиции и коротко допросили, но никаких серьезных действий предпринято не было, хотя женщина готова хоть сейчас дать полные показания на брата высокого чиновника. После публикации местные жители сообщили о робких попытках чиновников разобраться в ситуации, но и эта проверка ничего не дала, а была резко свернута, и поспособствовал этому, как сообщили источники Туркмен Ньюс, третий брат Базаровых, Гафур Джан. В базе данных сотового оператора Алтын Асыр мы отыскали Гафур Джана Базарова с таким же отчеством, как у Гуванча и Хусниддина, то есть Химракулиевич. Этот человек также прописан в Лебабском вилаяте, на него зарегистрирован единственный телефонный номер, который определяется сервисом GetContact, как Гафур Джан прокурор. Установить точную должность этого сотрудника пока не удалось, ни в СМИ, ни в закрытых документах, которыми располагает редакция, упоминаний о его назначении нет. Возможно, это означает, что он не имеет статуса прокурора, а просто там работает, например, следователем, хотя источники утверждают, что он именно прокурор. Так или иначе, но его влияние хватило на то, чтобы спасти родственников от более серьезной проверки, и это ровно та ситуация, которую Туркмен Ньюс описал в недавнем материале про родство в силовых структурах. Если два брата, или отец и сын, или дядя и племянник в Туркменистане одновременно занимают влиятельные посты, то невозможно избежать злоупотреблений. Зная это, президент Сердар Бердымухамедов, впрочем, и сам работающий в паре со своим отцом Гурбангулы, недавно запретил родственникам одновременно занимать должности хотя бы в силовых структурах. Но, как показывает пример братьев Базаровых, если у кого-то один родственник силовик, а другой хаким, то их тройственный союз получается не менее злокачественным. Источники сообщают, что сейчас в селе Избас, ставшем центром злоупотреблений, стали жестко глушить интернет. Местные жители уверены, что делается это не без влияния семейства, сообщил источник. У них есть власть, у них есть деньги, они раскупили все, что было можно. У них есть сотни голов мелкого рогатого скота и даже собственное озеро, где они разводят рыбу. В селе осталось неприватизированным лишь кладбище, но никто не удивится, если и оно вдруг станет частным. Жители Избаза просят центральные власти Туркменистана приехать наконец в регион с проверкой, поговорить с местными жителями и дать ситуации объективную оценку. Вы располагаете интересной информацией и можете ею поделиться. Напишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.